прием. Раз у нас тут нету фотографий, да, я вот представил, ну надо же картину какую-то иметь. Вот если бы кто-то сделал кино, то кто бы мог стать героем? Я вот себе представил, это вот Азиз Бишаналиев. Отец могут со мной не согласиться, мне очень нравится этот актер, но мне и папа его нравится, как актер выдающийся. Не только ваш, это наш актер, как бы знаменитый, как бы великий, я бы сказал. Ну и сам уважаемый Азиз Бишаналиев тоже как бы. Я так представил, и когда вот писал, и картинку у меня как в кино представляется, и я вот его представляю как образ, ну, другого как бы нет. Уж я извините. Ну и третья глава у меня заключительная, это что касается непосредственно самого князя Ренека. Я здесь активно использую, конечно, наработки своих предшественников, но тем не менее, как бы мне удалось найти новые документы, вернее, ранее введенные. Здесь я показываю, раскрываю как бы его, так сказать, все личностные качества. Вот вторая глава – это ловушка для хана, это о том, как он внес, на мой взгляд, большой вклад в борьбу против Алтын-хана, потому что ситуация вот какая была. Это конец 17 века, сибирские киргизы вот находились в центре, и буквально с трех сторон очень крупные геополитические процессы, когда с востока шли отряды, армия Алтын-хана, чуть позже с юга Джунгарское ханство, с северо-запада Московское царство. И сибирские киргизы оказались вот прям между молотом, наковальней и еще там чем-то как бы. И надо было выживать в этих условиях, не просто там, даже физически надо было выживать. Вот такая была непростая ситуация, и там разные как бы были моменты. Вот Алтын-хан очень пытался воздействовать на сибирских киргизов, в частности на Ренека, и была там проведена целая спецоперация, такая прям политическая. Следующее, вот, очень поразительно, как Ренек, как политический деятель, вот, там был переворот в Джунгаре, когда поубивали всех сторонников хана, родные братья, а тем не менее Ренек остался живой, потом убили тех, кто убивал, он опять остался живой, а потом вернулся, уже воеводы там в Томске перекрестились, думали, ну все, погибнет там, Ренек не придет. Он не только вернулся, он еще с войском вернулся, что мало не показалось потом. И вот четвертый пункт. Вы знаете, у меня вот возникал, как у исследователя, очень такой большой вопрос. Я когда занимался, учился, нам все время говорили, что на пути приближения Московского царства в Сибирь было единственное крупное государство, единственная крупная сила, это Сибирское ханство во главе с ханом Кучумом. Замечательно, все хорошо. Но Кучум сопротивлялся целых 17 лет. Это много, но 17 лет. Он самый сильный, как у нас в научных книгах пишут. А дальше включается логика. А сибирские киргизы с небольшими перерывами, у них процесс сопротивления был почти 100 лет. 100 лет. Что получается? Либо Кучум был не такой сильный, либо сибирские киргизы не такие слабые, да? И я начал искать причину, а в чем вот, зерно, так скажем. И как мне кажется, я нашел для себя ответ с точки зрения военного. Я начал смотреть, изучать тактику военных действий, как им удавалось все это делать, и пришел к выводу, что это полностью совпадает стратегия и тактика партизанской войны. И причем по историографии, нравится это кому-то, не нравится, но это была из зафиксированных в истории первая партизанская война вообще в мире. Это вот говорит об уровне военного искусства, военного понимания, которое не только не отставало от европейских стран, а во многом даже их превосходило. Я вам по секрету скажу, я с точки зрения научных своих представлений являюсь таким активным противником теории европоцентризма, когда
нам долгие годы навязывали идею, что самое важное, ценное, интересное было только в Европе, и не только Европа, а в основном Западная Европа. А я в своей книге хочу показать, что в Сибири, на Востоке происходили такие процессы, которые в Европе еще и не снились. Очень многие процессы мирового уровня зарождались именно там. И были такие исторические деятели. Ну вот мы там по истории средних веков изучали там война алые розы и белые розы, да? С одной стороны 30 человек, с другой стороны 40 человек. И мы там целую четверть чего-то изучали, еще кому там. А тут всего лишь навсего небольшое войско, 80 тысяч человек, да? У других там 100 тысяч человек. Завоевали от Амура, Тихого океана до Константинополя как территория. И все, ничего такого нет. Что такое европоцентризм? Центризм. Главное это Западная Европа, а все остальное периферия. Периферия цивилизованного мира. Я с этим категорически не согласен. Пятый параграф. Я, конечно, когда пишу там о дипломатии, я, конечно, очень сильно поражался от талантом, откуда это все бралось. Вроде там не было дипломатической академии, не было МГИМО. И откуда у него были такие таланты, чтобы вот так вот вести. Я высказываю свою версию, но это были уникальные дипломатические качества, которые признавали противники, враги, как бы, и когда закончилось, по сути дела, долгое противостояние от него в 1984 году, подписанием соглашения, где были границы, соотношения, все, и читаешь, когда отчеты воевод о том, как себя вел Еременко, как он делал, просто поражайся, откуда у него это все бралось, как он умел это все прям делать. И я думаю, что... Ну и 6 глава, это вот гибель Еременко на чужой войне, когда его призывали в Джунгарское ханство, и в битве с монголами он погиб. Я пишу, что это чужая война, это не было интересами сибирских киргизов, ну, вот такая история. И, наверное, это была большая трагедия, что не нашлось больше такой фигуры, равной как князь Еременко, который выступил, с одной стороны, объединителем, потому что было несколько княжеств, ему удалось объединить народ, эти княжества, он стал объединителем, то есть, коллега пришел, который тоже про Еременко писал, объединителем, уникальные политические качества, уникальные дипломатические качества, уникальные качества стратегии и тактика военных действий. Просто вот я в своей книге там пишу, что сейчас это имя мало кто помнит и знает, а буквально там 300 лет тому назад его имя гремело по всей Сибири. Другие народы пугали там воевод о том, что мы будем действовать как Еременко, это вот там наше все. И это действительно как бы человек, который достоин памяти. И я думаю, что это надо действительно знать. И, по крайней мере, когда мы в Новосибирске проводили презентацию, там, конечно, не было столько людей. Там было всего 100 человек, в Новосибирске тоже много. Но я должен сказать, что в российской аудитории вызывает тоже очень большой интерес история Сибири, история отношений, как это все складывается. Вот поэтому действительно это вот работа, я очень рад, что у меня все это получилось. В исключение хотел сказать, что линия у меня там проходит, что это государство сибирских киргизов, это было первое государство в Сибири. Заключается 19 веков история. Вот просто вдумайтесь, 19 веков, да, история древнего мира, 13, Рима, 13 веков, история Византии, 11 веков, а здесь всего лишь навсего 19 веков. Ну и когда я начал, конечно, работать, я думал, что я сделаю книгу по истории сибирских киргизов 19 веков, но погружаясь в тематику, погружаясь в атмосферу, я пришел к выводу и начал изучать, вернее, выдвинул свою рабочую гипотезу, версию,
о том, что это была не просто государственность 19 веков. Это была отдельная цивилизация, локальная цивилизация сибирских киргизов. И в своей следующей книге, на которой я работаю, я буду это доказывать. Я надеюсь, что я это докажу. Я уже чуть голову не сломал, изучая теоретиков селекционного подхода. 200 лет они изучают селекционный подход, и по итогу никто ни до чего не договорился. Нет ни единого термина, нет ни единых признаков, ни единых критериев. Поэтому у меня руки разделаны. Как напишут, так и будет. Ну, собственно говоря, это все, что я хотел вам сказать. Еще раз большое всем спасибо. Я вам всем очень благодарен. Все.